остановиться. В настоящее время прорабатывается вопрос и о продлении этого срока, то есть после 15 сентября мы думаем, что это тоже будет продлено. Ассаламу алейкум всем, братья и сестры, рад вас видеть на нашем канале, посвященный спорту и жизни Таджикистана. Ребята, всем доброй ночи, кто сейчас будет смотреть, и кто будет смотреть завтра с утра, всем доброго дня. Итак, ребята, у нас эта информация появилась днем, но, к сожалению, днем не мог записать. Очень важная и очень интересная информация о том, что ребята собираются продлевать отмену патента, которая действовала до 15 сентября, и с 15 сентября... Давайте посмотрим сейчас. Валентина Казакова ответила на большой ряд вопросов. И я для вас, ребята, выбрал самых два интересных этих вопроса. И сейчас мы это посмотрим, ребят. Обязательно не забывайте поставлять лайк, ребята. Делитесь этим роликом со своими друзьями. И обязательно досмотрите до конца. Кто захочет посмотреть полностью пресс-конференцию, напишите в комментариях, что вы хотите посмотреть полностью пресс-конференцию Валентины Казаковой, ребят. Давайте дальше посмотрим. Еще вопрос, связанный с закрытием границ. Да? Сейчас постоянно видим новости о том, что постепенно их начинают открывать, но тем не менее, пока еще с большинством стран, конечно, они закрыты. Как решаются вопросы с пребыванием иностранных граждан, не имеющих возможности выехать в свои страны, и которые остались в России без документов для законного проживания и работы? Как решаются эти вопросы, потому что да, многих в том числе это интересует. Также с учетом трансграничных ограничений пересечения границы у нас был издан указ, в который вносились уже изменения, и на сегодняшний день, до 15 сентября, срок действия тех документов, разрешительных документов, которые мы выдавали, визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, ну, различные все наши статусные документы, срок действия их приостанавливается. В настоящее время прорабатывается вопрос и о продлении этого срока, то есть после 15 сентября мы думаем, что это тоже будет продлено. И, конечно, вот в этот период времени для иностранных граждан это было очень важно. Ну, во-первых, многие приехали сюда на краткосрочные поездки и оказались, в общем-то, закрыты вот этими ограничениями в выездах. Безусловно, им пришлось трудоустраиваться. Но, как мы знаем, в соответствии с действующим законодательством, если человек приехал с одной целью въезда, он не может ее поменять. Вот в условиях пандемии как раз эти ограничения были сняты, и лица, которые прибыли с одной целью въезда, могли, соответственно, трудоустраиваться и оформлять себе разрешительные документы. В период этого времени к нам обратилось более 1,5 миллиона иностранных граждан для урегулирования своего правового статуса. То есть это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителями. Поэтому, пользуясь случаем, я еще раз обращаюсь к иностранным гражданам. Время есть, надо обязательно приходить в наши миграционные подразделения, вставать на миграционный учет и, соответственно, получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, хотелось бы добавить, конечно, есть и проблемы, и они были проблемы, это скопление в аэропортах, в приграничных территориях отдельных категорий иностранных граждан, но все эти процессы находятся под контролем Министерства внутренних дел. Мы прорабатываем эти вопросы и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с посольствами государств Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, и принимаем меры для того, чтобы, во-первых, осуществить выезд этих иностранных граждан к себе на родину, ну а в случае каких-либо таких задержек предоставляется и медицинская помощь, и жилые помещения для размещения данной категории иностранных граждан. Буду задавать некие уточняющие вопросы, потому что некоторые вот описывают, наверное, жизненные абсолютно ситуации, когда проблема заключается в том, чтобы каждый год формально нужно выезжать за границу на въезд, выезд, получать снова патент на работу. Многие говорят о том, что отсутствует возможность сделать миграционный учет через МФЦ или через портал госуслуги. Вот в этом направлении какие изменения коснулись порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности в нашей стране? Но мы, в общем-то, в рамках реализации концепции планировали много изменений, но от пандемии нас тоже толкнуло, наверное, это делать более оперативно. И с 5 мая вступил в силу закон, который позволяет оформлять патент без выезда с территории Российской Федерации многократно. Если раньше это можно было сделать только в течение 2 лет, то теперь это многократно. Ну и на самом деле это, в общем-то, для граждан
существенное, так сказать, снижение затрат, в том числе материальных, потому что билеты за пределы Российской Федерации, безусловно, стоят недешево. Ну а вот пандемия нас как раз на это тоже подтолкнула. Кроме того, долгое время обсуждались вопросы трудоустройства студентов, и, соответственно, с 5 августа вступил в силу закон, в соответствии с которым студенты могут уже осуществлять трудовую деятельность без получения разрешительных документов. Ну, потому что мы с вами тоже понимаем, что студенты, приезжая учиться, тем более многие из них не получают сейчас стипендию, да, и подработать хочется. И вот была очень сложная процедура оформления разрешительных документов. Теперь этого нет, и теперь они смогут это делать. Ну и кроме того, вы абсолютно правильно сказали, что если для граждан Российской Федерации у нас все-таки очень много государственных услуг сейчас оказывается через единый портал госуслуг, через МФЦ, то иностранные граждане, они как бы немножечко отставали. Вот с нашей точки зрения мы не действовали очень активно. Но вот 7 сентября, буквально на днях, вступил в силу закон, который позволяет теперь, во-первых, осуществлять миграционный учет через единый портал госуслуг, а регистрация по месту жительства иностранных граждан теперь можно делать через МФЦ.